11 октября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 9,90 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2190 до 10,20 сомони, 1 евро от 9,9073 до 10,01 сомони, 1 российский рубль от 0,1605 до 0,1630 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после значительного роста прошлой недели. Трейдеры обеспокоены возможностью возникновения рецессии. Цена на нефть марки Brent составила $95.78 за баррель, марки ВТИ $90.61 за баррель. Цена на золото во вторник утром снижается, находясь ниже $1670 за тройскую унцию. Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана объяснила повышение стоимости электроэнергии с 1 октября этого года. Причиной повышения тарифа на электроэнергию является увеличение суммы затрат на предприятиях по производству, передаче и распределению электроэнергии, говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Отмечается, что наряду с развитием социально-экономической сферы республики из года в год увеличивается спрос на электроэнергию, что вызвало необходимость усиления мощностей по производству электроэнергии. Увеличение производственных мощностей достигается за счет строительства малых и больших электростанций, ремонта и реконструкции электростанций и существующей энергосистемы, что требует больше денежных средств, подчеркивают в ведомстве. Напоминается, что отпускная цена 1 киловатт-часа электроэнергии до 30 сентября 2022 года для населения составила 22,66 дирхама с учетом НДС, а с 1 октября 26,51 дирхама. В новом перескуранте тарифов на электроэнергию расчет месячного потребления электроэнергии населения, превышающим 10 тысяч киловатт-часов, разница используемого превышения этого тарифа рассчитывается с тарифом, определенным для группы промышленных и непромышленных пользователей, говорится в сообщении. Таджикско-белорусский бизнес-форум состоится сегодня, 11 октября, в столице Таджикистана, города Душанбе. Форум пройдет в рамках официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко, намеченного на 11-12 октября. Как сообщили в Госкоминвесте, участников форума обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В рамках форума также состоится выставка продукции товаропроизводителей Республики Беларусь под названием «Made in Belarus». Предприниматели Таджикистана смогут провести переговоры в формате B2B с представителями компаний, участвующих в выставке. Инвесторы, представители немецких компаний приняли участие в специальном мероприятии, организованном посольством Таджикистана в Германии Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли. Участники ознакомились с экономическим потенциалом и возможностями Таджикистана, в частности, в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, услуг, туризма, логистики и другое. Как сообщили в Департаменте информации МИД Республики Таджикистан, а также внимание участников было обращено на проекты, реализуемые в различных областях и системы защиты инвестиций в нашей стране. Посол Таджикистана в Германии Имамудин Саторов заявил, что экономический, инвестиционный и торговый потенциал Таджикистана еще не использован в полной мере и существуют широкие возможности для расширения деловой и инвестиционной деятельности. А в этой связи Таджикистан заинтересован в привлечении прямых иностранных инвестиций, современных технологий из Германии для использования существующих мощностей, переработки различной промышленной продукции и таким образом развития национальной экономики. В этом контексте участникам было предложено внести свой вклад в развитие и расширение торгово-экономического сотрудничества и инвестиций между Таджикистаном и Германией.